Хасбулатов мне сказал: если останетесь с Чечней, то народ будет уничтожен. Сказал, что вам нужно добиться приема к Ельцину любой ценой. Беков, Фаргиев и Костоев Ибрагим решили добиться приема у Ельцина самостоятельно, несмотря на то, что я их предупреждал о том, что я записался на прием 3 месяца назад, но до сих пор не могу попасть к нему. Вслед за ними мы с Богатыревым пришли в Кремль к первому помощнику Ельцина, Илюшину Виктору Васильевичу. Он положил между нами на стол журнал регистрации приемов и показал на мою фамилию, после чего сказал, что Ельцин еще не определил день встречи. Илюшин ответил, что у него были Беков, Костоев и Фаргиев. После того, как он доложил к Ельцину об их визите, Ельцин ему сказал: если вы еще раз обратитесь ко мне насчет ингушей и чеченцев, то я вас освобожу от занимаемой должности. После этого Илюшин предложил нам покинуть кабинет, после чего у меня с Илюшиным завязался скандал о том, что Борис Николаевич нарушает депутатскую этику. Илюшин вызвал охрану. Охрана нас попросила покинуть кабинет, что мы и сделали. Выйдя из ворот Кремля, я подошел к ингушской делегации и сказал им: если я сегодня не добьюсь приема, то завтра вы увезете мой труп. И попросил их защитить мою семью, если это будет необходимо, попрощавшись также с ними и с Богатыревым, так как мы жили в разных гостиницах. Я направился в сторону гостиницы «Москва». Не раздумывая долго, я снова вернулся в приемную Ельцина и обратился к дежурному. Речь свою я начал с того, что по национальности я ингуш, что Чечня отделилась от России, а я хочу спасти свой народ, чтобы ингуши не выходили из состава России, добавив, что на небе есть Аллах, а на земле царь, и что Ельцин подобен царю. Затем я заявил дежурному, что я отсюда не уйду, пока он меня не примет, так как я 3 месяца назад был записан к нему на прием. Таким образом, я просидел в приемной до 2 часов ночи. Дежурный долго думал, как мне помочь, и сказал: оставьте мне свой номер телефона с гостиницы, идите отдохните, время позднее, как только что прояснится, я вам позвоню. Если до утра я не позвоню, то подойдете утром к 8 часам 30 минутам, когда Ельцин будет заходить к себе в кабинет. Затем я пришел к себе в гостиницу, и ровно через 40 минут раздался телефонный звонок. Я поднял трубку и услышал голос, который сказал, что ему из дома позвонил Илюшин и попросил меня поставить в известность, что Ельцин примет меня одного в 9 утра. На что я ответил, что я не один приду. Получив информацию, что Ельцин меня примет, я позвонил Богатыреву, а в 4 часу ночи трубку поднял помощник Богатырева Куштов Якуб. Я попросил передать трубку Богатыреву, но Куштов ответил, что его нет дома. Я попросил, чтобы он срочно его нашел и передал, что я добился приема, и что в 9 утра мы должны быть у Ельцина, и что в 8:30 я буду ждать его у Спасских ворот. В назначенное время подошел Богатырев, и мы пошли в Кремль на прием к Ельцину. Я, пользуясь привилегированным положением, зашел и присел на диван, а Бимбулат прошел к столу. Ельцин приставил ко мне журнальный столик, принес стул. Меня это немного насторожило, и оказалось не зря. Он стал подхалимничать. Присаживаясь, Ельцин проговорил мне: товарищи посоветовали приостановить рассмотрение вопроса об образовании Ингушской республики, пока не решится вопрос с Чечней. Разговор начал Бимбулат. Я сидел и наблюдал за ними. Как я заметил, Ельцин не особо слушал его. Я на ингушском языке крикнул Бимбулату: ты закончил, хватит тебе. После чего я вскочил со словами: Борис Николаевич, вы видите свой кабинет. Отсюда я живым не выйду, пока этот вопрос не останется положительно решенным. Не хватало мне, чтобы в глазах моего народа я выглядел предателем. Я лучше умру здесь. После этого Борис Николаевич глубоко вздохнул, отнес столик и стул на прежнее место, прошел к своему рабочему столу, набрал номер телефона Руслана Хасбулатова и дал указание немедленно изучить документы вместе с Шахраем о создании Ингушской республики и в срочном порядке создать Ингушскую республику, закрепив свой приказ словом «срочно».